Демография – наука о человеческом населении. Демография не просто фиксирует количественные изменения населения, а проникает в самую суть процессов, выявляет общественные и исторические причины изменений, заглядывает в будущее и предсказывает его возможные варианты. Демография помогает странам развиваться. Опираясь на ее прогнозы, государство планирует развитие страны. Какие товары производить, сколько домов, школ и больниц нужно построить, каких специалистов готовить в учебных заведениях. Какие данные помогают ученым составлять подобные прогнозы? Во-первых, государство ведет текущий статистический учет демографических событий. Этой работой ежедневно занимаются органы ЗАГС. Расшифровывается это как органы записи активов гражданского состояния. К подобным активам относятся рождение, заключение или расторжение брака, смерть. До Октябрьской революции 1917 года учетом демографических событий занималась Русская Православная Церковь. Во-вторых, для получения демографических данных многие страны мира проводят переписи населения. В России последняя такая перепись проводилась в 2010 году. Под переписью населения мы понимаем процесс сбора, анализа и публикации демографических, экономических и социальных данных о всем населении, проживающем на определенный момент времени в стране или четко ограниченной ее части. История переписи населения в России уходит корнями в глубокую древность. В летописях IX-XI веков есть упоминания о сборе дани князьями. Возможно, при сборе учитывалась численность облагаемого населения, но подробности учета неизвестны. Более достоверны свидетельства об учете населения в период татаро-монгольского нашествия. Татарские ханы проводили переписи населения. В 1246 году – Киевская Русь. В 1255-56 годах – Суздальская земля. В 1256-1259 годах – Новгородская. Единицей налогообложения в это время было хозяйство, то есть перепись носила похозяйственный характер. В XIV-XVI веках единицей налогообложения стали земельные участки, поэтому переписи были поземельными. Результаты переписи фиксировались в песцовых книгах. В XVII веке единицей налогообложения становится хозяйство, двор, поэтому переписи превращаются в подворные. Масштабы переписи увеличились настолько, что в Москве создан счетный приказ. Переписи в основном охватывали только податное мужское население. В начале XVIII века подворное налогообложение было заменено подушным. Соответственно, были преобразованы и переписи. Они стали называться ревизскими сказками, которые проводились в России с 1719 по 1859 года. После отмены крепостного права ревизии потеряли свое значение. Однако сохранялась потребность в полных и подробных данных о численности и составе всего населения. Такие данные могла дать только научно организованная всеобщая перепись. Начались долгие споры о необходимости проведения подобной переписи между учеными и чиновниками. Проведение всеобщей переписи было действительно непростой задачей. Наконец, первая всероссийская перепись была проведена в России в 1897 году. Ее итоги были опубликованы к 1905 году и состояли из 89 томов. Следующая перепись была проведена уже при новом общественном строе, в разгар гражданской войны. Страна была охвачена боевыми действиями, крестьянскими восстаниями, поэтому охватила лишь 72% населения страны. Общая численность населения страны с примерным доисчислением по территориям, не охваченным переписью, составила 136 миллионов человек. Вторая советская и первая всесоюзная перепись проведена в 1926 году. Общая численность составила 147 миллионов человек. Следующая перепись была намечена на 1937 год. Историки называют ее трагической или репрессированной. Демографы насчитали в стране всего 162 миллиона человек, тогда как правительство ожидало 180 миллионов человек. Руководители переписи были обвинены во вредительстве, многие были арестованы, некоторые даже расстреляны. Была назначена новая перепись, которая состоялась в 1939 году. Помня о недавних репрессиях, перепись показала численность, равную 170 миллионам человек. Первая послевоенная перепись была проведена лишь после смерти Сталина в 1959 году. Она насчитала 209 миллионов человек в СССР и 117 миллионов человек в РСФСР. К 1970 году население СССР составило 242 миллиона человек. На 1979 год перепись насчитала 262 миллиона человек в СССР и 137 в РСФСР. Последняя советская перепись проведена в 1989 году. В Советском Союзе насчитывается 287 миллионов человек.
Первая в современной России перепись была проведена в 2002 году. Население составило 145 миллионов человек. К переписи 2010 года население Российской Федерации сократилось до 142 миллионов.